Вадим отложил отвертку и поправил очки. В его 54 года суета давно уступила место размеренному порядку. Работа в проектном бюро, дача по выходным, теплые, пусть и немного прохладные от времени отношения с женой Еленой. Но 3 месяца назад в этот привычный уклад мягко, но решительно вмешалась Марина, давняя подруга Елены. Марине исполнилось 52. После развода она осталась одна в просторной 3-комнатной квартире в старом профессорском доме. Поначалу ее просьбы выглядели абсолютно естественно. То капает кран на кухне, то расшаталась петля на кухонном гарнитуре, то нужно перевесить тяжелое зеркало в прихожей. Елена сама охотно отправляла мужа на помощь. «Вадим, ну помоги Маринке», — говорила супруга за завтраком. «Ей же некого попросить, а сантехники из ЖЭКа только грязь нанесут. Ты же у меня мастер на все руки». Вадим не возражал. Помочь одинокой женщине, тем более подруге семьи, казалось простым мужским долгом. Но с каждым визитом он начал замечать вещи, которым сперва не придавал значения. Марина встречала его не так, как обычно принимают мастера. Дома ее всегда сопровождал тонкий аромат дорогого парфюма. Она подавала чай в фарфоровых чашках, напекала к его приходу домашнее печенье и вела долгие, неторопливые разговоры. В этих разговорах не было прямой пошлости, но присутствовала едва уловимая интонация, которая заставляла Вадима чувствовать себя не просто соседом с ящиком инструментов, а единственным защитником и опорой. «Знаешь, Вадим», — говорила она, наклоняясь чуть ближе, когда передавала ему чашку, «настоящих мужчин сейчас почти не осталось. В нашем возрасте найти человека с такими золотыми руками и спокойным характером — огромная редкость. Лене с тобой невероятно повезло». Он смущенно улыбался, переводил тему на бытовые мелочи и старался быстрее закончить работу. Однако мелкие поломки в квартире Марины не заканчивались. Напротив, они возникали с удивительной регулярностью. Стоило ему починить замок в спальне, как тут же выбивало пробки в коридоре. Стоило отрегулировать пластиковое окно, как требовалось собрать новый стеллаж. Со временем Вадим поймал себя на мысли, что ждет этих звонков. В собственной квартире все давно работало как часы, а общение с женой все больше сводилось к обсуждению скидок в супермаркетах и планов на урожай. У Марины же он снова ощущал себя нужным, сильным и внимательным. В тот осенний вечер Елена уехала на 3 дня к сестре в соседний город. Вадим планировал провести пятницу за чтением, но около 7 вечера раздался звонок. «Вадик, извини, что беспокою». Голос Марины в трубке звучал тревожно и немного растерянно. «У меня какая-то беда с ванной. Набирается вода, а смеситель заклинило, переключить на душ не могу, и снизу что-то капает. Я боюсь затопить соседей. Пожалуйста, если ты свободен, заскочи на пару минут». «Сейчас приеду, Марина, не переживай. Главное, перекрой вентиль, если сильно текет», — ответил Вадим, уже доставая из шкафа привычную сумку с ключами. Через 15 минут он стоял у ее двери. Марина открыла не сразу. Когда дверь отворилась, Вадим почувствовал, что атмосфера в квартире изменилась. Горел только мягкий, приглушенный свет в прихожей. Из глубины коридора доносился тихий шум набиравшейся воды и едва слышная классическая музыка. «Проходи, я так испугалась», — тихо сказала Марина, отступая в сторону. На ней был элегантный темно-синий халат из плотного силк-материала, закрытый, но подчеркивавший строгую статность. «Я хотела принять ванну после тяжелого дня, начала набирать воду, добавила соль, а переключатель просто заел в одном положении». Вадим прошел в ванную комнату. Помещение было заполнено густым, ароматным паром. Вода в большой чугунной ванне почти дошла до краев, покрытая пышной белой пеной. Воздух пах хвоей и лавандой. «Так, давай посмотрим». Вадим опустился на колени перед ванной, доставая разводной ключ. Вентиль заклинило из-за солевого отложения, скорее всего. «Сейчас подкрутим». Марина встала совсем рядом, почти касаясь его плеча. В ее присутствии не было суеты. В свои 52 года
Она сохранила удивительную грацию и ухоженность, а приглушенный свет скрывал мелкие морщинки, оставляя только мягкие черты лица. «Ты всегда припадаешь на помощь, Вадим», — тихо произнесла она, глядя, как он умело перекрывает воду. «Я часто думаю, почему все в жизни складывается так несправедливо. Кто-то не ценит то, что имеет каждый день, а кто-то остается в пустом доме». Вадим замер с ключом в руке. Рукоятка смесителя поддалась, шум воды прекратился, и в ванной комнате установилась звенящая тишина, нарушаемая только тихим капанием одиноких капель. «Ну вот и все», — выдохнул он, подгибая ноги и поднимаясь во весь рост. «Смеситель в порядке. Прокладку надо бы поменять на днях, но пока протечки нет». Он повернулся к ней, намереваясь пройти к выходу, но Марина не отступила. Она стояла в дверном проеме, преграждая путь, и смотрела ему прямо в глаза, спокойно, без тени смущения, с глубоким, взрослым пониманием происходящего. «Спасибо, Вадим», — произнесла она мягко, делая шаг навстречу. «Но ведь ты пришел не только ради смесителя, правда?» Вадим почувствовал, как сердце сделало неровный толчок. Вся его привычная, размеренная жизнь в этот момент словно замерла на краю невидимой линии. Вадим застыл, крепче сжав в руке рукоятку разводного ключа. В маленькой ванной комнате, наполненной теплыми парами лаванды, воздух казался густым и тяжелым. Слова Марины звучали не как вызов или кокетство, а как констатация факта, от которого больше нельзя было уклониться. «Марина, ты о чем?» — спросил он, с трудом узнавая собственный голос. «Я пришел помочь. Ты же сама звонила, говорила про аварийную ситуацию». Она не ответила сразу. Сделав еще один мягкий шаг вперед, Марина аккуратно взяла его за руку, в которой он держал инструмент, и плавно опустила ее вниз. Ее ладонь была теплой и удивительно спокойной. В ее взгляде не было юношеской пылкости, только глубокая, зрелая уверенность женщины, которая точно знает, чего хочет и умеет ждать. «Не нужно делать вид, Вадим», — тихо сказала она, глядя ему прямо в глаза. «Мы с тобой не молодые студенты, чтобы играть в прятки с очевидным. Ты ведь сам чувствовал, как менялась обстановка с каждым твоим приходом. Или ты правда думаешь, что у меня дома каждые 3 дня ломается техника?» Вадим молчал. Внутри него боролись два совершенно противоположных чувства. С одной стороны, 30 лет брака с Еленой, привычный уклад, чувство долга и порядочности, которое он воспитывал в себе всю жизнь. С другой — острое, почти забытое чувство собственной нужности, волнение и притяжение к этой уверенной в себе, ухоженной женщине, стоящей в шаге от него. «Елена — твоя подруга», — выдохнул он, попытавшись воззвать к разуму, хотя сам чувствовал, насколько слабо звучит этот аргумент. «Лена — моя подруга уже больше 20 лет», — спокойно ответила Марина, не выпуская его руки. «И я прекрасно вижу, во что превратился ваш брак. Вы живете как добрые соседи, по инерции. Вы обсуждаете ремонт, скидки и дачу. Но когда вы в последний раз просто смотрели друг на друга так, как ты смотришь на меня сейчас?» Она попала в самую точку. Это было именно то, от чего Вадим подсознательно убегал последние несколько лет. Их жизнь с женой действительно стала напоминать отлаженный механизмом проект, где не осталось места для живых эмоций, внимания и проявления чувств. Марина аккуратно забрала из его пальцев ящик с инструментами и поставила его на стиральную машину. Затем она отступила на шаг назад, освобождая проход из ванной комнаты в гостиную. «Пойдем выпьем чаю, Вадим. Без спешки. Просто поговорим, как взрослые люди. Ты ничего мне не должен, и я ничего от тебя не требую. Но давай хотя бы перед собой будем честны». Она повернулась и прошла в сторону кухни, оставив дверь открытой. Вадим стоял посреди ванной, слушая тихий шум остывающей воды. Переступить этот порог означало сделать шаг, после которого возврата к прежней спокойной жизни уже не будет. Каждое решение в его возрасте весило намного больше, чем в молодости, ведь за плечами стояли годы сложившихся отношений и обязательств.
Он вытер руки полотенцем, выпрямил спину и медленно вышел из ванной комнаты. В прихожей горел все тот же мягкий свет. Вадим прошел на кухню, где Марина уже разливала горячий чай по фарфоровым чашкам. «Присаживайся», — она указала на мягкий кухонный диванчик. «Ты выглядишь так, будто ждешь приговора». «Я просто пытаюсь понять, к чему все это ведет, Марина», — честно ответил Вадим, садясь напротив. «Мне 54 года. У меня сложившаяся жизнь, семья, работа. Ты действительно хочешь все это усложнить?» Марина поставила перед ним чашку, оперлась локтями о стол и посмотрела на него с мягкой укоризной. «Усложнить? Нет, Вадим. Я меньше всего хочу усложнять. Нам давно не по 20 лет, чтобы устраивать драмы и сжигать мосты. Но возраст — это не приговор к одиночеству или формальному существованию. Мы имеем право на внимание, на тепло, на то, чтобы чувствовать себя живыми». Она протянула руку через стол и накрыла его ладонь своей. «Я видела, как ты смотрел на меня, когда чинил тот замок. Я видела, как ты старался быть полезным. Ты думаешь, женщине в 52 года не хочется ощущать рядом сильное мужское плечо? Настоящее, а не просто мастера по вызову?» Вадим посмотрел на ее руку, затем на чашку чая, от которой поднимался тонкий пар. В ее словах не было фальши, и это заставляло его защитную стену рушиться быстрее, чем от любых пылких признаний. Марина умела говорить так, что каждый аргумент казался логичным и естественным. «Елена вернется в воскресенье», — тихо сказал он, чувствуя, как сдаются последние рубежи его защиты. «Я знаю», — так же тихо ответила Марина, «но сегодня только пятница, и мы здесь одни». Слова Марины зависли в тишине кухни, наполнив воздух особым, почти ощутимым напряжением. Вадим смотрел на ее руку, лежавшую поверх его ладони, и ловил себя на мысли, что больше не хочет искать предлоги для отступления. Все привычные аргументы о правильности, долге и многолетних устоях наталкивались на простую истину. Последние годы он действительно существовал по инерции, а не жил. «Ты слишком хорошо умеешь убеждать, Марина», — тихо проговорил Вадим, поднимая на нее взгляд. «Я просто говорю о том, о чем мы оба думаем, но боимся признаться», — мягко ответила она, чуть сжав его пальцы. «В нашем возрасте глупо тратить время на иллюзии и страхи. Мы никому не причиняем вреда, если просто позволим себе быть счастливыми хотя бы в этот вечер». Она поднялась со своего места и подошла к нему со спины, положив руки на его плечи. Вадим почувствовал их мягкое, но уверенное тепло. Ее движения были лишены юношеской суетливости. В них чувствовались опыт, глубокая женская грация и точное понимание каждого жеста. «Ты устал, Вадик», — шепотом произнесла она над самым его ухом, и ее дыхание слегка коснулось его кожи. «Устал всегда быть правильным, всегда оправдывать чьи-то ожидания. Дай себе возможность просто расслабиться». Он медленно встал и повернулся к ней. В полумраке кухни ее глаза казались совсем темными, а спокойная улыбка выражала абсолютную уверенность в происходящем. В этот момент Вадим окончательно осознал, что шагнул за ту самую черту, от которой так долго пытался себя уберечь. Напряжение, копившееся неделями, уступило место глубокому, непреодолимому притяжению. Они прошли в гостиную, где горел лишь небольшой торшер, отбрасывавший теплые тени на стены. Вся атмосфера квартиры, от запаха ароматических масел до негромкой музыки, была пронизана взрослым, осознанным уютом, в котором не оставалось места для спешки. В их возрасте близость требовала не бури эмоций, а взаимного чуткого внимания и глубокого понимания друг друга. Марина опустилась на диван и протянула к нему руки. Вадим сел рядом, чувствуя, как с каждым мгновением растворяются последние сомнения. Ее прикосновения были нежными и невероятно уверенными. Она знала, как вернуть мужчине забытое ощущение собственной силы и значимости, а он подарил ей то внимание и заботу, которых ей так не хватало все эти годы после развода. В эту ночь не было громких слов или пылких клятв.
Было лишь тихое, зрелое единение двух людей, нашедших друг в друге отдушину от серой повседневности и одиночества. На несколько часов они забыли о возрасте, о социальных ролях и об ответственности перед внешним миром, полностью погрузившись в созданный ими самими уютный микрокосм. Когда за окном начали появляться первые предрассветные сумерки, Вадим лежал, глядя в потолок и прислушиваясь к ровному дыханию Марины, спавшей рядом. В душе смешались странные чувства. С одной стороны, небывалая легкость и прилив новых сил, с другой — четкое понимание того, что его прежняя жизнь навсегда изменила свой привычный ход. Он аккуратно поднялся, чтобы не разбудить ее, оделся и прошел в прихожую. На столике у зеркала все так же стоял его ящик с инструментами, напоминавший о том, с чего все начиналось. Марина вышла из комнаты, когда он уже надевал куртку. Накинув халат, она посмотрела на него с теплой, благодарной улыбкой, без тени вины или смущения. «Спасибо тебе, Вадик», — тихо сказала она, подступая ближе и поправляя воротник его куртки. Это был удивительный вечер. «Марина, нам нужно понять, как жить дальше», — произнес Вадим, глядя на нее с серьезным выражением лица. «Елена возвращается завтра. Я не смогу просто делать вид, что ничего не произошло». Марина приложила палец к его губам, прерывая его речь. «Не нужно ничего решать прямо сейчас. Мы взрослые люди и понимаем последствия. Иди домой, отдохни. А когда Лена приедет, все встанет на свои места или откроет перед нами совсем другие двери». Вадим вышел на прохладную утреннюю улицу, ощущая, как осенний воздух освежает лицо. Он понимал, главный выбор и самое сложное испытание еще впереди. Субботний день прошел для Вадима как в тумане. Он вернулся в пустую квартиру, механически прибрался на кухне, разобрал вещи в кладовой и попытался заняться привычными делами, но мысли непрерывно возвращались к событиям прошедшей ночи. В его возрасте подобные потрясения не проходили бесследно. Внутри смешались острое чувство вины перед женой и необъяснимый, почти забытый прилив жизненной энергии. Он поймал себя на том, что постоянно смотрит на экран телефона. Марина не звонила и не писала, строго соблюдая уговор о паузе. Эта взрослая, сдержанная тактика действовала на него сильнее любых назойливых сообщений. Марина давала ему время осмыслить произошедшее, не оказывая давления, но в то же время оставаясь невидимо присутствующей в каждом углу его дома. В воскресенье днем вернулась Елена. С дороги она выглядела уставшей, но оживленной. Много рассказывала про сестру, племянников и собранный на даче урожай. Вадим слушал ее, кивал, наливал чай и ловил себя на мысли, что смотрит на собственную жену, словно со стороны. «Как ты тут без меня?» — спросила Елена, накладывая пирог. «К Маринке сходил? Помог с ванной?» «Да, сходил», — максимально спокойным голосом ответил Вадим, аккуратно размешивая сахар. Смеситель заклинило. «Починил? Все нормально». «Молодец», — кивнула Елена, не заметив ни паузы в его ответе, ни того, как напряглись его плечи. «Она мне звонила утром, благодарила. Сказала, у тебя золотые руки». Я ей ответила, что знаю, кому доверила мужа. Эти слова прозвучали для Вадима как тихий удар. Обыденная доверительность жены, ее полная уверенность в незыблемости их брака резко контрастировали с той глубиной изменений, которые произошли внутри него. Впервые за 30 лет совместной жизни он ощутил между собой и Еленой глухую стену, которую построила не ненависть или обида, а случайная, осознанная близость с другой женщиной. Прошла неделя. Вадим старался погрузиться в работу, задерживался в бюро, чертил проекты, но привычный ритм был нарушен. Общение с Еленой все больше сводилось к сухим бытовым фразам. Внезапно обострилась разница между теплым, внимательным вечером у Марины и холодным, привычным уютом собственного дома. В следующую среду Елена ушла на вечерний дежурный прием в поликлинику, где работала регистратором. Вадим остался один. Часы показывали 8 вечера, когда на экране телефона зажглось знакомое имя.
«Вадик, здравствуй!» — раздался спокойный, мягкий голос Марины. «Извини, что беспокою во внерабочее время. У меня тут снова небольшая проблема. На этот раз в коридоре искрит розетка, когда включаю торшер. Боюсь короткого замыкания. Ты не мог бы взглянуть? Если занят, я вызову электрика». Вадим молчал несколько секунд, глядя в окно на вечерний город. Он прекрасно понимал, что розетка — это лишь очередной предлог, мягкое приглашение продолжить начатое. Но в то же время он осознавал, что если пойдет сейчас, то окончательно закрепит статус их новых отношений. «Я приеду через 20 минут, Марина», — тихо сказал он. «Жду», — ответила она и повесила трубку. Через полчаса Вадим снова стоял в прихожей профессорской квартиры. Марина встретила его в строгом домашнем платье, улыбнулась тепло и без лишних слов провела в комнату. Никаких наигранных сцен, никаких оправданий. Все выглядело так, будто их тайная связь была естественным продолжением их зрелой жизни. «Я скучала, Вадим», — просто сказала она, когда он положил отвертку на стол, даже не притронувшись к розетке. «И я вижу, что ты тоже думал обо мне». «Думал», — честно признался он, садясь в кресло. «Марина, мы с Еленой 30 лет вместе. Это невозможно просто взять и перечеркнуть». «А никто не просит тебя ничего перечеркивать», — ответила Марина, садясь напротив и накрывая его руку своей ладонью. «В нашем возрасте люди не разрушают семьи ради импульсов. Мы можем просто давать друг другу то, чего нам не хватает. Тепло, внимание, чувство жизни. Лена ничего не узнает, если мы будем мудры». Вадим посмотрел на нее, чувствуя, как логика Марины снова постепенно усыпляет его сомнения. Однако в глубине души нарастало чувство, что удержать этот хрупкий баланс между двумя женщинами будет гораздо сложнее, чем ему кажется. Развязка этой двойной жизни наступила быстрее и драматичнее, чем ожидал Вадим. В течение месяца он продолжал жить в постоянном напряжении, разрываясь между уютным тихим омутом квартиры Марины и давним, проверенным временем браком с Еленой. Марина вела себя безупречно, не требовала уходить из семьи, не устраивала сцен, оставаясь идеальной тайной отдушиной. Но именно эта идеальность и постоянное чувство вины жгли Вадима изнутри. Все решилось в один из пятничных вечеров. Елена должна была вернуться с работы поздно, а Марина снова позвала Вадима под предлогом неплотно закрывающейся балконной двери. Когда он пришел, квартира Марины встретила его привычным полумраком, ароматом лаванды и накрытым столиком. «Ты сегодня опять хмурый, Вадик», — тихо сказала Марина, подливая ему чай и мягко обнимая за плечи. «Перестань изнурять себя мыслями. Мы никому не делаем зла. Мы просто бережем остатки нашего тепла». Вадим посмотрел на нее, на ее спокойное, ухоженное лицо, и вдруг с особой четкостью понял: эта иллюзия безболезненного счастья не может длиться вечно. Каждый его визит сюда шаг за шагом разрушал то немногое, что еще оставалось от его собственного дома, превращая его честную жизнь в сплошную фальшь. В этот момент в прихожей внезапно раздался звук щелкающего замка, и входная дверь плавно отворилась. На пороге стояла Елена. В руках она держала пакет с фруктами и запасной комплект ключей, который Марина сама отдала ей еще несколько лет назад на случай непредвиденных обстоятельств. Елена застыла в прихожей, переводя взгляд с разутого в коридоре мужа на Марину, которая все еще держала руки на плечах Вадима. В комнате повисла звенящая, давящая тишина. В ней не было криков или истерик. Людям за 50, прожившим большую жизнь, не требуются бурные сцены, чтобы понять все с первого взгляда. «Лена», — тихо начал Вадим, медленно вставая с кресла. Елена не стала кричать. Ее лицо лишь слегка побледнело, а в глазах отразилась глубокая, застарелая усталость. Она посмотрела на свою давнюю подругу, затем на мужа, с которым прошла 30 лет жизни, сквозь бедноту, болезни и радости. «Я искала тебя дома, Вадим», — произнесла Елена ровным, почти обесцвеченным голосом.
А потом вспомнила, что Марине снова нужна была помощь. Решила занести ей яблоки из нашего сада. Марина опустила руки, но удержала осанку, не опуская глаз. В ее взгляде не было раскаяния, лишь холодное, взрослое принятие разоблачения. «Лена, давай выслушаем друг друга спокойно», — попыталась взять инициативу Марина. «Мы все взрослые люди». «Нет, Марина», — мягко прервала ее Елена, аккуратно поставив пакет с фруктами на тумбочку у двери. «Разговоров больше не нужно. Все и так предельно понятно». Елена повернулась и вышла из квартиры, тихо прикрыв за собой дверь. Этот спокойный, без единого повышенного тона, уход подействовал на Вадима сильнее любого скандала. Он посмотрел на Марину, которая молча отошла к окну, и понял: прямо сейчас рушится не просто его брак, а вся его жизнь, построенная на доверии и уважении. «Извини, Марина», — сказал Вадим, забирая свою куртку. «Это была моя ошибка. Ты вернешься к ней?» Не оборачиваясь, спросила Марина. «Думаешь, после этого все станет как прежде?» «Как прежде уже не будет ничего», — ответил Вадим и выбежал на лестничную площадку. Финальный разговор с женой состоялся поздно ночью в их собственной кухне. Елена не собирала вещи и не устраивала погромов. Она просто сидела у окна, глядя на темный двор. «Я не буду кричать, Вадим», — тихо сказала она, когда он сел напротив. «Мне 55 лет. Я слишком уважаю себя и те годы, что мы провели вместе, чтобы устраивать сцены, но и делать вид, что ничего не произошло, я не смогу». «Я не ищу оправданий, Лена», — искренне произнес Вадим, чувствуя, как сжимается сердце. «Я виноват перед тобой. Я поддался слабости, глупости, собственному эгоизму. Если ты скажешь мне уйти, я уйду прямо сейчас». Елена долго смотрела на него. За эти 30 лет они знали друг о друге все. Она видела его раскаяние, но понимала и другое. Их брак уже давно требовал ремонта, который они оба откладывали, пока не случилась эта авария. «Нам обоим нужно время, Вадим», — подтолкнула она чашку с остывшим чаем. «Уходить не надо, но и прежнего автоматического доверия больше нет. Если мы хотим спасти то, что у нас осталось, нам придется учиться заново разговаривать друг с другом, без посредников и без помощи подруг». Марина больше никогда не звонила в их дом, а ее мелкие поломки прекратились сами собой. Вадим остался в семье, но эта история стала для него самым суровым уроком. В 54 года он осознал простые вещи. Настоящая близость и верность — это не то, что дается от рождения и навсегда, а то, что требует ежедневного труда, внимания и честности перед самым близким человеком. Прошел год. Осенний вечер тихо опускался на город, окрашивая деревья во дворе в золотистые и багровые тона. В квартире Вадима и Елены горел мягкий свет. На кухне приятно пахло свежезаваренным чаем с чабрецом и яблочным пирогом. Этот год дался им обоим непросто. Первые месяцы после той осенней ночи были наполнены тяжелым, давящим молчанием. Не было скандалов, но не было и прежней теплоты. Каждый шаг, каждый взгляд давался с трудом, словно они заново учились жить под одной крышей после тяжелой катастрофы. Вадим полностью изменил свое отношение к дому и к жене. Он понял, как много принимал как должное. Заботу Елены, ее тихое присутствие, ее верность. Он больше не искал предлогов уйти по вечерам, стал чаще приглашать жену на прогулки, в театр, в поездки за город. Они начали разговаривать искренне, без утайки, обсуждать не только бытовые проблемы и скидки, но и свои чувства, страхи, переживания, которые накопились за долгие годы брака. Елена постепенно оттаивала. В ее глазах снова появилось то самое тепло, которое Вадим когда-то полюбил много лет назад. Она не забыла произошедшего, но нашла в себе мудрость и силы простить человека, с которым прошла большую часть своей жизни. С Мариной они больше не пересекались. Она сменила номер телефона и, как пошептались общие знакомые, вскоре переехала в другой район города. Ее имя навсегда исчезло из разговорного обихода семьи, оставшись лишь глубоким,
но зажившим шрамом на их семейной истории. Вадим сидел за кухонным столом, заканчивая починку старых настольных часов, которые не ходили почти 10 лет. Наконец, механизм мерно и отчетливо затикал. «Починились?» — тихо спросила Елена, входя на кухню и садясь рядом. «Да, Лена». «Починились», — ответил Вадим, посмотрев супруге прямо в глаза и накрыв ее ладонь своей. «В этой жизни все можно починить, если вовремя взяться за дело и ценить то, что по-настоящему дорого». Елена мягко улыбнулась и прижалась плечом к его плечу. Впереди их ждала спокойная, мудрая и честная зрелость, одна на двоих.